Головоломки хорошо стимулируют процессы мышления, поэтому могут выступать в качестве тренажера для вашего мозга. Особенно важную роль в тренировке мозга играет улучшение памяти. Одной из таких игр является собирание кубик Рубика. В 2016 году в школе мне друг показал кубик, показал, как собирать его. Мне это стало интересно и начал учиться этому. В Ютубе много обучалок. Благодаря им я научился собирать кубик Рубика. В 21 веке найти в интернете обучающее видео по сборке кубика не составит труда. Но раньше это были целые секретные формулы, которые передавались от старшего поколения. Погружаясь в мир головоломки, ребенок или будь то взрослый человек хочет прогрессировать и узнать все больше формул и секретов. Потом я начал совершенствовать, на скорость собирать. Потом в 2017-м этот друг подтянул меня на соревнования. Потом мы вместе заняли 2-е место. И после этого я уже чисто для себя иногда скоротать время сажусь и собираю кубики. Некоторые звезды шоу-бизнеса обладают математическим складом ума, хоть в школе они учились не на отлично. Например, Джастин Бибер собирает кубик Рубика за 1 минуту 25 секунд, ну а Аблай это может сделать за 37 секунд. Аблай лучше Бибера. Практически у каждого кубика есть свои алгоритмы и формулы, благодаря которым вы сможете его собрать, но ведь выучить их не так легко. Аблай знает много формул, но поделился только 2. Надо учить много формул и знать, как их применять. Допустим, есть вот это. Пиф-паф. Спидкубинг – так называется соревнование по собиранию кубик Рубика. Впервые оно прошло в 1982 году в Будапеште. Это был чемпионат мира. В нем принимали участие представители 19 стран. Это были победители в национальных чемпионатах. В 2017 году я был с другом на соревнованиях. У нас было 3 партии, и я на 3-й собрал за 20 секунд. Это мой рекорд. Польза от игрушек-головоломок очевидна. Они учат детей находить выход из самых тупиковых ситуаций. Поэтому кубик Рубика должен занять почетное место среди других вещей, способных обеспечить качественный досуг.